Так, ребят, ну вот так вот в таком виде я подвешиваю солому для нашего теленка. Вот так вот. Смотрите. Вот так. Все. Подвесила. Вот. И она будет потихонечку кушать в течение дня. Вечером поменяю, и уже ночью она будет подъедать. Менять нужно часто, потому что солома и сено, они впитывают запах навоза, и теленок уже не будет есть. Вот. Нужно менять часто. Так, пойду за кормом. И еще в обед я ей даю водичку. Ставлю водичку вот в таком ведре. Тоже с помощью волшебного пальца своего вместо соски. Благополучно она пьет. Вот эту водичку немного. Пьет столько ровно, сколько ей надо. Ну вот, видите, ей, чтобы развился у нее рубец быстрее, нужна грубая вот пища, еда. То есть солома и сено. Рубец должен у них развиваться. Вот. Очень нравится ей солома. Больше, чем сено, я заметила. И все. Так, ну мелкая, конечно. Ну, рада, что очень благодарна ей, алхамдулиллах, что мы обошлись без поноса при переходе с материнского молока на ЗЦМ. В Ютубе вот часто вижу я, что при переходе обычно теленок поносит. И он худеет, он слабеет. Одним словом, это нехорошо. ЗЦМ тоже насмотрелась в Ютубе роликов. ЗЦМ я взяла с добавлением семян льна. Вороновский, по-моему. Вот. Вот моя девочка. Ой, полилось. Ну вот. Вот, там, значит, в этом молоке, заменителе молока, присутствует семя льна. И это семя льна, значит, помогает теленку не поносить, не запоносить. И он более такой, молоко более такое щадящее. Меня вон Зангуч сбивает прям с толку. Я вам покажу, что он делает там. У меня мысли путаются, я путаюсь. Вот, одним словом, там в этом молоке заменитель находится семя льна с добавлением льна. Семян льна они приготовили. И он очень такой хороший, и подходит он, значит, для... помогает, значит, как-то кишечнику теленка, и он не поносит и спокойненько переходит на заменитель молока с материнского. Вот. Вот. Конечно, с этим возни много с теленком. Ничего страшного, я думаю. Время летит. Время летит. Я с цыплятами вожусь так долго. Ничего, это теленок. Уговорила мужа купить. И еще, если честно, думаю, прикупить еще одного, такого же возраста. Вчера сидела, смотрела, читала. Кстати, заплатили мы за него всего лишь 8 тысяч. Просили 10, мне его уступили. Вот. Купили мы, значит, девочку эту за 8 тысяч. И месяц я, значит, буду давать заменитель молока. И спокойненько будет, не сглазить, будет спокойненько расти себе. Никому не будет мешать. Так, значит, у нас тут 2 свободных места было.
Вот, 2 свободных места. Но вот это место, оно все-таки для бычка. Сюда бычок приедет. Мы хотели взять, значит, 4 бычков. Зангуч! С камнем играет. Заборки! Так он бат! Тут-то! Одним словом, хотим. Нельзя. Хотим прикупить сюда бычка. Планировали мы, значит. Я извиняюсь, я сейчас на него крикну. Загуч! Оба задяс! Кайсхал! Вчера язык прилип у него к камню. Я его бегала за водичкой. Еле-еле я его оторвала от этого камня. Опять совести нету, опять он играет с ним. Забыл вчерашнее? Я сейчас уйду, а потом не буду знать, прилип ты к камню или нет. Или камень прилип к твоему языку. Одним словом, вот это место пустует. Нужно сюда купить бычка. Я даже сюда уже подкинула ему соломки. Очень подорожал скот. Очень подорожал. Аппетит вот этого бочки мне не нравится. Корм он кушает неохотно. Вот. Неохотно. Смотрите, он оставляет. Он оставляет. Он в течение дня там доедает. А мне кажется, ему скучно. Мне кажется, ему скучно. Ему нужен друг, соратник, который будет рядом стоять, рассказывать ему сказки. Вот. Но он уже начинает нас бить. Хочет нас, одним словом, поиграть с нами. Осторожно очень надо быть с ним. А вообще я хочу, чтобы вот сзади что-то, вот в этом месте что-то прибили, что ли, чтобы даже если он освободится, чтобы он не выходил, не смог выйти. Дуйте, дуйтечка, кушает. Кушай, кушай. Так, схожу я сейчас. Корм принесу, девочки. Всем пока. До свидания.